Нижний Новгород. Ноябрь 2018 года. Всероссийская научно-практическая конференция «Фаизхановские чтения». Уже 15-я по счету. И каждый раз современные ученые, богословы и культурологи, вдохновленные идеями Хусейна Фаизханова, обсуждают самые острые и актуальные вопросы, касающиеся роли мусульман в российском обществе. Главная заслуга, на мой взгляд, Фаизханова – это попытка реформировать исламское образование. Ведь он представитель исламской мусульманской традиции, схоластики, со всеми ее проблемами. Я помню в переписке, как на него набросились, накинулись его же единоверцы, мусульманские ученые-богословы, которые обвиняли его во всех грехах, которые можно было придумать, начиная от того, что он одевался наподобие, как одеваются русские ученые и русские люди, ведет такой образ жизни. И вообще говорит по-русски и пишет по-русски. Ну, где-то видно, чтобы мусульманин писал по-русски, несмотря на то, что ты живешь в русском государстве и по его законам. И Хусейн Фаизханов, не переходя на истерику, не переходя рамки приличия, побеждал своих оппонентов исключительно на основе знания шариата и богословия. Темы, поставленные Хусейном Фаизхановым, они становятся только актуальнее. Это идея народного суверенитета, это идея решения проблемы методом реформ, а не революций. Это развитие местного самоуправления. Это развитие системы мусульманского образования и возрождение традиций российской мусульманской богословской школы. Очень важно, что Марджани и Фаизханов отражали реалии нового времени. Реалии, когда люди из подданных превращались в граждан и сами становились хозяинами своей участи. И очень важно, чтобы эти новые граждане не превращались в радикалов, не превращались в террористов, а могли законным способом решать свои национальные, религиозные, языковые проблемы в составе российской государственности и по действующему российскому законодательству. Величайший русский писатель Антон Павлович Чехов говорил так: «Приобщи подлеца к науке, получится гениальный подлец». Поэтому здесь ислам в первую очередь смотрит на то, что внутри человека, калеб человека, воспитание какое, да. Аш-шарафу биль акли ва адаба ля аслива насаба. Говорили, что благородство – это от ума и от воспитания, а не от происхождения, как некоторые сейчас говорят о том, ищут свои дворянские там какие-то корни, это другое, третье. Но опять-таки воспитание в первую очередь. Вот наша задача именно воспитывать наших детей в духе тех, вкладывая именно в их сердца, сея разумные, добрые, вечные в души наших мусульман, оставаться мусульманами и плюс к этому еще патриотами своей родины. Ибо пророк говорил: «Хуббуль ватан миналь иман». Что это означает? То есть любовь к Отечеству является частью вашей веры, да. А религия зиждется в первую очередь на вере. Родился Хусейн Фаизханов в 1823 году в крестьянской семье в деревне Сафаджай Курмышского уезда Симбирской губернии. Сейчас это село Красная Горка Вильнинского района Нижегородской области. Раньше эта улица называлась Трехозерье, улица большая, больше 1 километра. И так как наш знаменитый земляк Хусейн Фаизханов родился как раз на том месте, где мы стоим, в честь его, значит, переименовали эту улицу в 1980 году. Сейчас уже того дома нет, где родился Хусейн Фаизханов, но сзади находится дом его
родственников. У него, кроме сестер и братьев, были сводные братья еще. Алям Фейсханов, который тоже учился в Казани. А вот впереди дом тоже, можно сказать, его брата Багауддина, а сзади дом Аляуддина. Если посмотреть часть этой улицы до речки, во всех домах живут его родственники. Большой род, можно сказать. Наша школа носит имя известного татарского ученого и просветителя Хусейна Фейсханова, поэтому целая стена в нашем музее посвящена именно ему. На данном стенде представлена династия Хусейна Фейсханова. Здесь находится портрет Хусейна Фейсханова и его брата Габдулгаляма Фейсханова. Далее у нас в музее представлены различные предметы быта. Это утюги, прялки, самовары, зеркала и прочие орудия труда, деревянная саха, железный плуг, ступы с пестами, деревянные ручные мельницы. Краеведческий музей в школе Сафаджая появился в 1975-м. До этого экспозиция располагалась в другом здании. Но именно школу родного села можно считать символом всей просветительской деятельности Хусейна Фейсханова, наиболее точным отражением его реформ, из-за которых не раз возникали противоречия с современниками. Выдающееся достижение Хусейна Фейсханова – это то, что он впервые среди татарского народа, просветителей татарских, он впервые предложил реформу школы. И помимо религиозных дисциплин ввести светские дисциплины, такие как русский язык, татарский язык, математика. Но в то время в селе хазраты были неграмотные и, конечно, настраивает народ против Хусейна Фейсханова. И ему было очень сложно. После окончания Сафаджайского мектеба Хусейн Фейсханов отправляется в Казань, где осваивает каллиграфию, учит русский язык. Его целью становится познание не только религиозных, но и светских наук. В 1850 году происходит судьбоносная встреча. Фейсханов знакомится с философом и богословом Шигабуддином Марджани и становится его учеником. Марджани – это самая яркая фигура российского ислама. В чем величие Марджани? У нас в мусульманской традиции есть предание, которое возводится к нашему пророку, что в начале каждого столетия Бог посылает мусульманам, то есть среди них утверждает, учреждает кого-то, кто обновит ей религию. Поэтому по этой теории, по этой концепции, ислам это должен быть религия постоянного обновления. Под влиянием Марджани Фейсханов постепенно осознает, что одного религиозного образования в XIX веке уже недостаточно. Мудрец нового времени, в отличие от мудрецов древности, не должен пренебрегать и светскими науками. Хусейн Хазрат говорил: если мы сравним нашего 18-летнего юношу, который 7 лет учился в медресе, и юношу, 7 лет учившегося в гимназии, то нам будет стыдно, мы покраснеем. Переписка Хусейна Фейсханова и Шигабуддина Марджани охватывает десятилетие 1855-1865 года. Это очень важное время для истории России, ее первая оттепель, когда от Крымской войны общество перешло к великим реформам 1860-х годов. И мы видим, что Шигаб Хазрата и Хусейна Хазрата интересуют изменения, которые происходят в российском обществе, их интересует, что происходит в мировом обществе. Идут великие реформы 1860-х годов, речь идет о земской реформе, о городской реформе, об изменении системы образования, и Фейсханов, и Марджани думают о том, что творится в мире
где идет война гражданская в США, в мире, где формируется и развивается конституционная монархия Европы, в мире, где ставится в Османской империи вопрос о реформах и антиконституции, и как антитеза Бухара, где все застыло в Средневековье. А на самом деле это вопрос о судьбе российского общества в тот период, когда ставился вопрос о том, что если будет проведены реформы европейского типа, то будет создана система всеобщего образования, равнодоступного для всех слоев, где очень важное место должны занять предметы, описывающие реалии своей страны. Это законы России, это русский язык. Но в России не была сформирована в это время такая единая школьная система. Это первая причина. Вторая причина – существовала мощнейшая корпорация ректоров медресе мударисов, которые опять-таки получили образование прежде всего в Бухаре и которые были практически монополистами в системе образования. Для них система Фаизханова фактически обозначала смертный приговор. Марджани стал для Фаизханова путеводной звездой в его стремлении к познанию всего нового. Хусаин быстро преуспел в изучении теологии, арабо-мусульманской культуры, Корана. За 4 года он освоил тот объем знаний, который его учитель Марджани получил за 12-летний курс обучения в Бухарском медресе. Знакомство с русскими учеными-востоковедами из Казанского университета помогло Фаизханову в совершенстве овладеть русским языком и освоить современные науки. В конце 1854 года Восточный факультет Казанского университета переезжает в столицу Российской империи. Фаизханов оказался перед выбором – продолжить обучение в Бухаре или переехать в Санкт-Петербург. После долгих раздумий Хусаин на свой страх и риск решает ехать в Петербург. Фаизханов, я считаю, что на тот момент понял, что лучше, если он выберет востоковедение, это светское направление, потому что он сможет больше принести пользу своему народу, своему отечеству и своей религии. И делает такой непростой выбор, покидает Казань, мусульманскую традиционную среду, в которой, конечно, он авторитет, он профессионал своего дела, и направляется в холодный, довольно-таки неприветливый Санкт-Петербург. Если посмотреть его биографию, все эти мытарства, все эти годы на чужбине, не на родине, они дались непросто. Его не хотели устраивать на работу, не находилось вакансий, постоянно были проблемы со снятием жилья. Но, несмотря на все это, Фаизханов действительно пример, образец для подражания, как надо быть настоящим ученым. Для меня всегда было потрясающим фактом, что когда его послали работать в МИД, в Москву, он рукой переписал ярлыки ханов, крымских ханов. Это переписка 3 государств: Крымского ханства, России, Речь Посполитая, в течение нескольких столетий. Фаизханов начинает сотрудничать с Азиатским музеем Академии наук. Музей, открытый в 1818 году на базе материалов Кунсткамеры Петра I, продолжил собирать восточные рукописи со всего мира. Он стал единым государственным центром хранения и изучения восточных манускриптов и книг. По заказу директора музея Бориса Андреевича Дорна Фаизханов копировал и переводил эти уникальные материалы. Я понимаю, что образ Хусаина Фаизханова – это не светский востоковед, исламовед, это прежде всего теолог-богослов, который абсолютно великолепно владеет всем набором вот этих знаний. Также еще очень важный момент, когда происходило становление русского азиатского музея, как раз мы отмечаем в этом году также 200-летие, его активно привлекали для того, чтобы описать, каталогизировать все то, что есть в этом прекрасном архиве. Я понимаю, что через руки Фаизханова, его глаза, прошли тысячи прекрасных манускриптов, рукописей, как на персидском, староосманском, на арабском языке,
Например, я, как человек, занимающийся этим, понимаю, какой уровень должен быть не только вот распознать те или иные грамоты, а владение староосманским языком, общетюркским языком, крымско-татарским наречием. И ведь сегодня есть факс, ксерокс, есть разные приборы. А я понимаю, что у Хусаина Фаизханова был непродолжительный рабочий день, в лучшем случае свеча, и он должен был все это от руки переписать. И эта фундаментальная работа оказалась настолько грандиозной, что профессор, академик Вельяминов Зернов максимально, что смог сделать в 50-е годы 19 столетия, это переиздать типографским способом эту работу. Но прошло уже почти 150 лет, ни один из современных ученых или плеяда ученых так и не смогла перевести работу Фаизханова на наш русский или какие-либо иные языки. Я, читая, просматриваю эти грамоты, понимаю, что десятки докторских диссертаций в этом труде. Уже за одно это Хусаину Фаизханову можно было поставить памятник. И этот талантливейший ученый почти 3 года не мог официально устроиться на работу в университет Санкт-Петербурга. Только в 1861-м Хусаин Фаизханов, потомственный крестьянин из татарской деревни Сафаджай, становится лектором Санкт-Петербургского университета и государственным служащим Российской империи 8 класса. Жизнь скромного преподавателя-мусульманина в столице отнюдь не была сытой и обеспеченной. Но Хусаин стойко переносил все тяготы и благодарил Всевышнего за возможность заниматься интеллектуальным творчеством. Он, будучи в имперской столице, прекрасно чуял веяние времени, как меняется вообще время, как меняется общество, и что если мусульманское сообщество будет продолжать формироваться в своем соку, жить по своим только правилам, оно окажется вне времени, вне пространства. И он пишет первую работу в середине XIX века «Ислах и Мадарис», реформа медресе. На самом деле это действительно очень революционные предложения. Вести русский язык, изучение русского законодательства, изучение истории, географии, математики, медицины. Все то, за что его оппоненты обвинили в неверии, в отходе от религии, писали разные доносы. Хусаин Фаизханов никогда не шел по протаренной дороге. Во всем, что он делал, он был первооткрывателем. В те годы для этого нужна была особая смелость. Фаизханов, как лингвист и каллиграф, как историк, мыслитель и реформатор, за свой короткий век успел сделать столько, что не под силу было бы и 10. Он прекрасно понимал народы, языки народов Поволжья. Это чуваши, это марийцы, мордва, потому что все наши татарские села, они через полосицу расположены. Русское, татарское, мордовское, чувашские села, это все вот в рамках 10-20 километров можно обнаружить. Все маленькое такое Поволжье, оно вот так очень компактно располагается на юге Нижегородской области. И поэтому действительно Фаизханов в этом плане потрясающая личность, который успел оставить свои труды. И это были первые на академической основе написанные труды по истории татар Казанского ханства, Крымского ханства, по вопросам этногенеза татарского народа. В 1859 году случилось непоправимое. Молодой ученый заболел чехоткой, не выдержал сурового климата Санкт-Петербурга. Он лечился, ездил дышать воздухом степей, пил целебный кумыс. Потом снова возвращался в Петербург и продолжал работать. Но болезнь, если и отступала, то ненадолго. Весной 1864 года уже тяжело больной Фаизханов решает поехать на свою малую родину, в деревню Сафаджай. Эта поездка оказалась последней. 28 августа 1864 года оборвалась жизнь величайшего представителя татарского народа. Я уверен, если бы не такая ранняя смерть в 43 года, конечно, Фаизханов достиг бы самых больших высот, он был бы признанным академиком, ученым с мировым именем. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе, и то, что свои последние дни он находит в родном селе и похоронен в родном селе, рядом со своим младшим братом,
между которым довольно-таки большая разница по годам, и передает часть своих рукописей, свое наследие ему. Действительно, наверное, это было некой такой отдушиной от Фаизханова. В этом есть некое сакральное. Вот ты вышел из земли этого народа, земля тебя воспитала, вскормила, она сделала тебя тем, кем ты стал, и ты вернулся в эту землю, в свою родную. Поэтому действительно это очень трогательно, как Фаизханов пишет, что вот болезнь одолевает, и очень хотелось бы посетить степи, ибо только вся надежда на кумыс. Понимаете, вот такие вот эти моменты, они действительно не могут не вызвать слезу и такого умиления у любого читающего человека. Для нас это стало большой потерей. Где же нам теперь найти человека, равного ему в знании, работе, сообразительности, проницательности и религиозности? Написал Марджани о своем любимом ученике. Хусаин Фаизханов был похоронен на сельском кладбище в Сафаджае под раскидистыми рябинами. Памятника на могиле нет. По мусульманским обычаям это не принято. Но сегодня память о первом татарском просветителе увековечена в мраморе. В Санкт-Петербурге в своей мастерской скульптор Венера Абдулина рассказывает, как возникла идея создания бюста Хусаина Фаизханова. Ко мне пришел в гости Дамир Хазрят Мухиддинов вместе с Равилем Сайфуддиновым. И тогда вот мы сидели за чашкой чая, и как раз разговор прошел про то, что у мусульман не принято лепить портреты, скульптуру. Я им рассказывала, что у меня бабушка покойная всегда меня ругала, то, что я стала художником. А сейчас другой взгляд, более современный у мусульман. И Дамир Хазрят предложил увековечить людей, татар, которые принесли много нового и большого в историю мировую. Но наследие Фаизханова не застыло в мраморе. Практически все его идеи сегодня воплотились. То, о чем он говорил почти 2 столетия назад, не потеряло свою актуальность. Наше духовное управление, оно занимается сохранением наших предшественников, то есть наших трудов предшественников. Это, в частности, свидетельствует дисциплина персоналии российского мусульманства, которая стартовала впервые в этом году, где как раз-таки изучаются персоналии нашего российского мусульманства, которые внесли огромный вклад, среди которых можно назвать таких видных деятелей, как Шихабуддин Марджани, в частности, Хусаин Фаизханов, про которого сейчас идет речь. То есть наши предшественники, они смотрели на вопросы шире и видели на несколько поколений вперед результаты. Мы ставим задачу просвещения людей именно в целях ислама. И на наши курсы ходят как и представители других конфессий, так и представители других религий. Мы находим общий язык, и иногда даже они оказывают нам содействие либо в проведении мероприятий, либо в поиске каких-либо партнеров, которые нам нужны для нашей просветительской работы в городе. Хусаин Фаизханов по праву считается выдающимся сыном татарского народа. Он был не только величайшим просветителем своей эпохи, но и ученым, который смог опередить время, заглянув далеко вперед. Я никому не открою, это не секрет, что российские мусульмане, и особенно татары, в России были самыми продвинутыми в плане общей культуры, общего образования. И такой уровень, высокий уровень образования, это один. Второй. Знакомство с другой культурой. Российской, а через российской, европейской культуры. Третий. Отсутствие клерикальной цензуры, жесткой. Понимаете? Дай нам Бог через 10, 20, 30 лет подниматься до того уровня татарской и вообще российской мусульманской мысли. Поэтому наша первейшая задача – это вернуться к этому наследию, очень богатому наследию,
которые нам оставили мусульманские мыслители 19 и начала 20 века. Труды и личность Хусаина Фаизханова никогда не были в тени, но и не становились объектом детального исследования. А он, несомненно, заслуживает того, чтобы его знали, изучали, чтобы на него равнялись. А как можно на эту фигуру посмотреть именно с точки зрения значимости нашего времени уже? То есть, конечно, не осовременить образ, безусловно, это невозможно, но дать, так сказать, импульс для людей, для того, чтобы они размышляли, а почему именно Фаизханов? И вот такие размышления начались. И шаг за шагом, от одних фаизхановских чтений, других, а это были ежегодные конференции, происходил процесс все большего вовлечения специалистов. Не только имамов, которые заинтересовались и поняли, да, был такой человек, но сразу хочу сказать, что отношение к нему было неоднозначно и до сих пор остается неоднозначным. Но, тем не менее, вот этот интерес, он закреплялся, проект жил сегодня, и я надеюсь, что и дальше будет все замечательно в этом направлении. Сегодня мы можем сказать, что вообще образ Фаизханова это непростой образ. Это очень известный человек, но со своим немножко иным взглядом на развитие и тему исламского образования на то время, которого ничуть ли на штыки тогда подняли религиозные деятели. У развитых людей той истории, у них все равно они приходили к тому решению, это, наверное, сама жизнь к этому их сподвигла, что нужно реформировать. Но реформировать, не ломая ценности, которые заложены Кораном. Вот здесь тоже есть недопонимание некоторых людей, которые считают, что наши эти ученые, они отказывались от норм ислама. Ни в коем мере. Они настолько глубоко знали Коран и сунну пророка, они никогда бы на это не решились. Но сам подход, искали новую модель развития, потому что всем сердцем искренне желали и горели обучить других людей, но видели, что тем методом, который есть на их время, оно уже не работает. Я поэтому также восхищаюсь жизнью, старанием, ичтихадом этих наших великих просветителей. И искренне надеюсь, что их биографии, их истории, их подходы еще будут изучены, и они будут еще нам очень полезны в дальнейшем развитии системы исламского образования в нашей стране. Сегодня наследие глубоко преданного науке ученого, которому по воле Всевышнего была уготована короткая земная жизнь, требует пристального внимания. Именно научные и богословские конференции, проходящие в рамках фаизхановских чтений, призваны увековечить наследие Фаизханова. За 15 лет грандиозное количество проектов было осуществлено благодаря резолюциям фаизхановских чтений. Самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, это энциклопедический словарь «Ислам в Российской Федерации». Одна из резолюций фаизхановских чтений гласила о необходимости описания, собрания в рамках энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации». Уже в рамках этого проекта несколько сотен ведущих российских и зарубежных ученых с мировым именем приняли участие, и в этом году мы работаем над сводным томом этой энциклопедии. Любая какая-то крупная дата, пусть это основание Золотой Орды как государства, крупная дата со дня рождения того или иного богослова, это все обсуждается в рамках фаизхановских чтений. Поэтому эпистолярное наследие Хусаина Фаизханова, по сути дела, если не брать перевод его работы, крымские грамоты, мы его завершили, мы его собрали, мы его обобщили. Остается перевести это на иностранные языки,
чтобы наши коллеги за рубежом тоже могли познакомиться с такой масштабной личностью, как Хусаин Фейсханов. И это некий наш вклад российских мусульман в общее дело исламоведческой и востоковедческой науки и традиции. Талантливый человек попадает в цель, в которую никто другой попасть не может, а гений – в цель, которую никто, кроме него, не видит. Хусаин Фейсханов обладал редким гениальным даром – предвидеть будущее. Он с бесстрашием брался за объемные темы, которые отражали интересы науки, боролся за интеллектуальное и институциональное возрождение и развитие российских мусульман. Его вклад в просвещение татарского народа огромен, а имя его золотыми буквами вписано в историю науки. Наследие Хусаина Фейсханова будет актуально и в будущем, а каждую его строчку разберут на цитаты и как величайшую драгоценность отправят в мировую сокровищницу мудрости. В России проживает 22 миллиона мусульман, поэтому Россия стремится развивать и углублять отношения с мусульманскими странами. Как вы оцениваете развитие отношений между Россией и мусульманским миром? Российская Федерация включает в себя очень разные народы, конфессии и религии. Число проживающих в России мусульман превышает 20 миллионов. Это очень важно. Россия взаимодействует с ними, как и с другими русскими гражданами. И в этом выражается право на гражданство в России, как в стране, объединяющей всех. Я уже посетил Московскую центральную мечеть, которая собирает по пятницам десятки тысяч молящихся. Это образец мирного сосуществования нескольких религий, конфессий и народов. Это то, что мы должны поощрять. Поэтому стоит показывать людям пример мирного существования христианства, ислама и многих других религий, которые уживаются вместе в России. Отсюда и проистекает наш интерес и желание внести вклад в изучение этого прекрасного опыта. Как вы считаете, насколько важно усиление роли ислама в возрождении и сохранении духовных ценностей? Исторически ислам связан с исламским приветствием. Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение. Понятия мира, милосердия, благодати являются неотъемлемой частью ислама, как и сосуществование с другими. Религия ислама дана человечеству, чтобы освещать мир, излучать милость и благодать. Поэтому нам так важно извлечь пользу, позаимствовать опыт этого глубокого, многовекового наследия из сознания русских мусульман, которые знают, как сосуществовать с другими народами и религиями на протяжении многих веков. В этом сосуществовании есть и мир, и милость, и благодать. Ислам должен воспользоваться этим опытом. Все суры Корана начинаются со слов «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного». Это означает, что милосердие занимает в исламе центральное положение. И эта милость появляется в мирном сосуществовании мусульман между собой и с другими народами в такой огромной стране, как Россия.